Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ай, ля-ля-ля-ля-ля-ля. А еще такое движение. Расскажи сказку, Владик. Два жадных медвежонка в одном глухом лесу в самой чаще жила старая медведица. У нее было два сына. Потом, когда медвежата выросли, они решили пойти по свету счастье искать. Обняла старая медведица сыновей и наказала им никогда не расставаться друг с другом. Тронулись медвежата в путь-дорогу. Шли они, все припасы у них кончились. Эх, братик, да чё ж не есть хочется, пожалуйся, младший. Мне да пуще, покачал головой старший. Пошли они дальше и увидели большую круглую головку сыра. Хотели поделить все поровну, но не сумели. Жадность одолела медвежат. Каждый боялся, что другому достанется большая половина. Спорили они, ругались, рычали. И тут увидел их лиса. «О чем спорите?» — спросила лисица. Медвежат рассказали о своей беде. «Какая же это беда!» — сказала лисица. «Давайте я вам поделю сыр поровну». «Вот хорошо-то!» — с радостью воскликнули медвежата. «Дели!» Старая плутовка взяла сыр и разломила его так, что один кусок оказался больше другого. Медвежата сразу кричали: «Ой, этот больше!» Лисица успокоила их: «Это не беда, потерпите немножко, сейчас я все улажу». Так и шла дележка. Медвежата только черными носами водили от большего куска к меньшему, а лиса лакомилась вкусным сыром. Покуда лисица не наелась до 100, она все делила и делила. К тому времени, как куски сравнялись, сыра медвежатам почти не осталось. Да и крохотные крошки, хоть помалу, зато поровну. Ура! И насмешливо помахав хвостом: «Была такова, так-то бывает с теми, кто жадничает». Вау, класс, молодец.